2013 года. Он называется у нас «Карта страны Шамиля на 27 Мухаррама 1273 года» по хиджре Хаджи Юсуфа Сафарзаде. Опубликован этот труд в Вестнике Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра Российской академии наук под номером 2 от 2013 года. Перевод был произведен М.А. Мусаевым. Мусаев отмечает, что на карте изображены географические и природные объекты. Это горы, реки и леса. Как мы видим, на карте указаны горы, и они перечислены по названиям. То есть это водораздельный Кавказский хребет на востоке, который совпадает с главным Кавказским хребтом. Хребты Дюль-Тедаг и Самурский, относящиеся к системе бокового хребта Большого Кавказа. Кимринский хребет, хребет Салатау, Андийский хребет, а также Юкерлам и Гумурта-Икорт. То есть отдельно указанные на карте как Ингушские горы, такой географический объект отсутствует. Теперь смотрим на разделение территории имамата на наибство, которое указал Мусаев. В своем труде он пишет, что составитель карты подразделил территорию имамата на 4 части. Первая группа наибств, это называется наибство чеченских лесов и округа. Вторая группа наибств между рекой Аргун и Андийским Кайсу. Третья это между реками Андийская и Аварская Кайсу. Четвертая к востоку от Аварского Кайсу. Теперь перечислим названия тех наибств участков. Первое это участок Гихи. Это наибство входили также и карбулаки, галашевцы, которые относились к карбулакам. Второе это участок Шали, участок Мичик, участок Аух, участок Салават, участок Нашха, участок Шубут, участок Ункрталь, участок Шарой, участок Чамал, участок Технацул, Чарби, Анди, Ичкери, Гунбет, участок Цунта, Антральталь, Анцух, Тинди, Карата, Турутли, участок Хунзах, участок Арадерих, участок Гоцетталь, участок Унцукуль, участок Аракани, участок Карах, Гидатель, Телеттель, Корода, Тленсер, Согратель и участок Чор. Все эти наибства, все эти участки приводятся в таблице, на которой также ссылался Джиев, но в этой таблице не указано ни один участок под названием Ингушский, в том числе также не указаны карбулаки, которые якобы входили в Ингушский участок. Теперь перечислим населенные пункты, которые указаны, то есть арскольские населенные пункты, которые указаны по реке Ассе и по реке Фортанге. Первое это у нас идет укрепление Нестеровское, то есть Ажиюрт, Казак-Кичу, Заканюрт. На левом берегу Асы отмечено укрепление Галашки. На карте они обозначены как Галай. Чуть выше по течению поселение Галай. Еще выше поселение Алкун. На левом берегу Фортанги отмечено укрепление Бамут. Выше по течению указаны арштинские поселения. На правом берегу Фортанги и Сунжи при их слиянии, то есть на правом берегу Фортанги и Ассы при их слиянии отмечено укрепление Ачхоевское. То есть на карте оно указано как Уршты-Мартан, Арштхойфорт. А теперь вкратце подведем итоги. Ни в одном месте на карте, ни визуально, ни в научных трудах
по расшифровке этой карты.